Уже 7 месяцев, как с нами нет Алексы Гайворонского. 30 апреля 2024 года он мог бы отпраздновать свой 50-летний юбилей. Но исполниться этому, к сожалению, было не суждено. 27 сентября 2023 года его жизнь забрала долгая и неизлечимая болезнь. Но дело его жизни продолжается. В день юбилея известного крымского историка, писателя, телеведущего и сценариста студия Харадингас Продакшн провела в гостеприимном зале этнокомплекса «Сарабус» вечер памяти Гайворонского, в рамках которого прошла презентация его книги «Память Крыма». Ее редактором и составителем стала известный журналист Лиля Буджурова. Она собрала в одно издание очерки Алексы Гайворонского о культовых мусульманских памятниках полуострова, как сохранившихся до наших дней, так и исчезнувших. Как она отмечала, выступая перед публикой, все время работы над книгой она испытывала огромный груз ответственности и перед читателями, и перед памятью историка. Идея издать посмертную книгу Алексы Гайворонского возникла осенью 2023 года. После того, как студия Харадингас Продакшн получила доступ к архивам историка, который предоставила его мать Гала Гайворонская. И количество собранного здесь материала буквально поражает. Мы будем дальше изучать внимательно его архив. Он очень огромный. Человек просто занимался этим всю жизнь. Это просто вся огромная информация о Крыме. Понимаете, нету ни одного села, в котором бы он не был. Даже исчезнувшие села он тоже посещал. Делал очень много фотографий, делал очень много заметок, описывал. То есть труд его, он просто не имеет границ. Я не знаю, какой еще историк так мог посвятить свою жизнь вот полностью этому делу. Исследователь Нариман Абдульваапов отметил, что это издание не похоже ни на какое другое. Особого внимания заслуживают очерки об исчезнувших памятниках Крыма, а огромное количество иллюстраций делает эту книгу бесценной. Речь идет о нескольких сотнях очень ценных, фотографий. Это и фотографии, сделанные самим Алексеем Гайворонским. Он был прекрасным мастером художественной фотографии, любил это дело. Вот. Помимо этого, использованные архивные фотографии, присутствуют там и различные гравюры, миниатюры, схемы, планы. Все это очень обогатило издание, за что мы отдельное спасибо говорим редактору издания Лиле Буджуровой и, собственно, всем, кто работал над этой книгой. На вечере памяти, приуроченном к 50-летию Гайворонского, звучала живая музыка в исполнении крымско-татарских музыкантов. Асит Абламеметов, Риана Таркова и Эмилия Меметова исполнили любимые песни Алексы Гайворонского. В завершении вечера был показан документальный фильм об Алексе Гайворонском «Хроника соколиного полета», снятый студией Харадингас Продакшн осенью прошлого года. Почтить память историка пришло около 200 человек, его коллеги, друзья, читатели. Собравшиеся делились личными воспоминаниями об этом удивительном человеке и своими впечатлениями о его новой книге. Это великий человек, большой друг нашего народа, который занимался поиском информации, истории о нашем народе. Я надеюсь, я с ней еще знакомлюсь. Это очень достойная книга. Уже бегло я так ее просмотрел. Очень большой труд. Bağış vereceğim bizim yaxşı dostumuzga. Birisi Cevdet Kurtumerov. O bek bizim aves kitaplar. İkincisi de kısmet etse inşallah Türkiye'ye barsam Hakan Kırımlı'ga verilecek olan. İki tane kitap aldım. Açtım, baktım, beğendim, bir tanesini barıp daha bir tanesini aldım. Maşallah, buna bu tedbirlerini geçirgen adamlara çok teşekkür bildireyim. Halk gördünüz, pek çok geldi bu merasimge. Ben bilesem, bayağı işler yaparlar. Тираж книги составил 1000 экземпляров. Приобрести ее также можно в магазинах «Хазине» и «Тарджиман». Работа с архивами продолжается, поэтому книга «Память Крыма», альманах «Культовые мусульманские памятники Крыма» возможно станет не последним посмертным изданием прекрасного историка и большого друга крымских татар Алексы Гайворонского.